На родину с чистой совестью московская полиция и миграционная служба организует сегодня депортацию первой партии граждан Вьетнама, задержанных в ходе рейда по московским рынкам. Всего было задержано около 1000 нелегалов. Для них организован палаточный лагерь в московском районе Гальяново. Там мигранты ожидают дальнейшего решения своей судьбы. Масштабные рейды по торговым точкам московская полиция начала после избиения одного из своих сотрудников на Матвеевском рынке в конце июля. Сегодня же появилась информация о том, что нелегальных мигрантов могут расселить в заброшенные детские лагеря в Подмосковье. Тему нелегальной миграции мы обсудим с гостем нашей студии Караматом Шариповым, председателем общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». Здравствуйте, Карамат. Добрый день. Собственно, такой вопрос. Зачем все-таки власти хотят сейчас переселить из Гальянова и рассредоточить, так сказать, в некоторые лагеря мигрантов? Для чего? Чтобы отвлечь внимание, прикованное и СМИ, и общественности? Ну, при всем желании власти недостаточно те места сегодня предлагают переводить те же лагеря, которые есть. Количество мигрантов за 2 миллионов. И основном из стран СНГ, в том числе из нашей родная республика Таджикистана. Люди приехали неожиданно, как в 1941 году, война, и люди ищут убежище. Это все началось как раз 21 июня, когда началась Великая Отечественная война. И мы все, конечно, в шоке. Лето надо было использовать средства массовой информации, надо убедить людей, что есть ряд суровых законов и есть последствия. И при этом российское государство, как одна из стран держава в мире, имеющая голос при Объединенной Нации, Организации Объединенных Наций, дает вам возможность покинуть там в течение 5-6 дней, за какое-то определенное время, будет вызов режим введено. Мы за вызов режим. Я понимаю, что я сам гражданин, но при этом я не забываю, что есть еврей, гражданин России, он еврей. А я таджик, я болею и переживаю и по России, и больше всего по Таджикистану, конечно, потому что это много пострадавших сегодня мы видим. Лагеря – это не красит сегодняшнее лицо нашего Кремля. Это была очень плохая идея, и, думаю, что слабые очень советники вокруг нашего уважаемого господина Путина. Но, тем не менее, почему это плохая идея? Ведь в Европе, опять же, есть специальные такие лагеря. Правда, там, может быть, и получше. Мы шли на войне, почему-то мы истории, мы каждый год стоим, 9-го отмечаем. Да, мы не претендуем на то, что Россия – это отдельное государство, но много то, что пишется совместными странами на уровне президентов, противоречит. И при всем этом желании ни один из президентов из Республики Средняя Азия являлся донорами, поставка рабочих, неопределенное время, то есть не определили до конца, выразить свои точки зрения посредством массовой информации в собственных домах в Таджикистане. Допустим, президент имеет право говорить, что 2 миллиона граждан Таджикистана в России. Надо возвращать домой, надо создать рабочие места. Надо за какие средства возвращать домой? Они как приехали, так хотят возвращаться назад опять. Я не видел ни одного таджика, который находится в спецприемнике. Он готов даже, и мы готовы в том плане возвращения наших граждан. Но другая сторона вопроса, что это же границы, это же самолеты, поезда едят же. И идет дополнительная сила оттуда же. Они же на трудовой фронт выезжают сюда. Границу надо. Мы знаем, что Россия нуждается в трудовых мигрантов. Тогда цена будет другая. Тогда другие будут условия созданы. Ну, говоря о ценах, смотрите, предложили мигрантам заработать самим на обратный билет домой. Почему так? Ну, практически все время иммигранты приезжали за свои деньги и были депортированы однозначно и своими деньгами, потому что мы приобретали билетов там благодаря их родственникам, да, продавали дома, продавали там скотину, приезжали там спецприемник. А в это время есть большое количество финансов и поддержка со стороны государства России, миграционной службы нашего. Якобы этими деньгами приобретали билеты на мигрантов. Но они просто сдавали свои билеты приобретения, вместо них списывали деньги. А куда эти деньги пошли? В кармане чиновников. Это есть коррупция. Надо было возбудить уголовное дело. И неоднократно. И по первому спецприемнику, и по другим спецприемникам. Достаточно в России, их много очень же. И обратите внимание, господин президент Таджикистана прилетает, 2 числа переговоры, и в этот день во всех различных спецприемниках более 600 граждан Таджикистана. Более 600. Можно было с собой забрать их. Я думаю, всегда хватает бюджета президента. Сделал бы там, ну, как жест получается доброй воли.
Надо было с ней поехать. Не надо бояться народу. Ну, понимаете, сейчас очень многое количество не только граждан Таджикистана и из других стран. Вот в частности, тот же рынок Гальяна. Вот там преимущественно сейчас находятся вьетнамцы. И порядка десятков... Вы не перепутайте вьетнамца, таджика, в том числе узбека, киргиза. Вьетнамцы не должны быть ни в Таджикистане, ни в России, в том числе китайцы. У нас полстраны уже китайцы. Мы говорим о нашем менталитете. Мы говорим о том, что сегодня таджик за рубежом, находясь, не владеет родной язык уже. Он говорит по-русски. Даже русский, находясь на Западе, он говорит по-английски. Таджик по-русски до сих пор говорит. Ну, это международный язык, поэтому, собственно, да, говорят. Нет, почему таджик? Вот смотрите, различные концерты, различные там мисс выбираем, мы шоумен создаем. Все на английском, все дети чиновники на английском разговаривают. А при этом мигранты заставляем говорить по-русски, потому что в лагере надо с ним поговорить по-русски. Он будет говорить или нет? Он хочет домой поехать или нет? Ну, и тем не менее, вернемся вновь к вопросу, почему же все-таки сейчас вот есть этот лагерь. Кстати, сегодня первая партия мигрантов будет отправлена по домам. Об этом пообещали в московской полиции, при участии ФМС, естественно. Остальные будут размещены вот в лагерях Подмосковья. Для чего нужно их перемещать из того лагеря, который уже сейчас существует, да, вот в Москве созданный, в другие лагеря? Может быть, только лишь потому, что вы были, кстати, в самом лагере в Гальяново, да. И там действительно антисанитария, как говорят многие. Лучшие условия, потому что свежий воздух. Сейчас, главное, дожди сильные, люди дышат. А по сравнению там, то, что были в советские времена спецприемники, сейчас передавали, раньше там держали граждан Советского Союза, намного лучше, потому что это все происходит на улице. Ну, не хотела. Всех граждан СНГ надо освободить. И надо освободить незамедлительно. И пускай поручителем станет национальный диаспора. В течение 10 дней они покинут. Пока мы приобретаем билет, приезжаем туда. Или мы приезжаем туда, их забираем, отвозим. Ну, там, видишь, как условия. С помощью конвоя. Все с помощью... Ну, система полицейская у нас создана. Потому что, когда у нас милиция была, такие лагеря не были. Полицейский, это Запад. Все по Западу. Ну, а смысл тогда сейчас их оттуда расселять? Дело в том, что мы хотим вообще. Если 1% отправим, от этого легче станет нашего российского народа. Господину Навальному легче станет, господину Собянину. Что они хотят оба? Понятно, Собянин будет мером, Навальный не будет в тюрьме, потом с Ходорковским рядом. Но трудовой иммигрант все сделал, он для себя построил нормальные гостиницы в каждом рынке. Не надо лагерь создавать. Вот эта гостиница, где он своим кроем построил, Люблино, центральный рынок, там 8 тысяч таджиков, всего там порядка 20 тысяч хозяева находятся в Израиле, все евреи наши, азербайджанские руководят, созданы рабские условия. Другую сторону хочу отметить, благодаря сегодня Собянину впервые они оказались на территории этих рынков. Представляете, 20 лет, даже на Черкизоне не было ни один раз Лужков. Там было рабство. Мы все это видели же. И все люди, которые там руководили, они были глав администрации районов, вплоть до округов находились с родственниками. Они строили отели глобальные, там, вплоть до Турции же. А что таджика дали? То, что подметал всю Москву, убирал. Такие же вещи происходили в Египте. Люди строили пирамиды же. Это же мусульмане делали. И жертвами сегодняшней системы становятся именно мусульмане. А об этом надо задуматься духовенством нам. Почему это все происходит? Почему нет сегодня ни одного славянского человека внешнего вида на территории этого же лагеря? Может, сегодня ночью привели? Подумали, что я сейчас буду выступать по этому вашему каналу. Найдут сейчас улицу. А представьте, если делать лагерь, одновременно туда работодателю, одного из чиновников и, соответственно, мигрантов. Было хорошо бы. Пускай они все вместе живут. Миллионы граждан остались без заработной платы, находятся не там. Миллионы граждан. Мы говорим, 15 миллионов сегодня находятся мигранты в России же. Ну, вы представляете, какие средства на это тратятся? Вот да ни копейки не тратятся. Вы знаете, что мы оставляем 30 миллиардов долларов? А давайте посчитаем хотя бы сейчас, вот просто буквально, порядка 600 человек, вот мы посчитали, сколько примерно понадобится средств на то, чтобы депортировать ту группу мигрантов, которая находится в Гальяново, и депортировать их на родину. Примерно, вот билет до Ханоя, это если мы говорим о гражданах Вьетнама, из Москвы в одну сторону стоит 19 тысяч рублей, это с человека. Чуть меньше до столицы Таджикистана, до Душанбе, порядка 12 тысяч рублей. И, значит, исходя из этого, а в лагере содержится, как мы помним, 500
80, ну, порядка 600 человек. На это потребуется около 10 миллионов рублей. Это только на то, чтобы их депортировать, опять же. И вот сейчас где эти средства будут браться? Зарезервированы те в Федеральной миграционной службе? И правильно ли это то решение о том, что мигрантам дают возможность заработать самим на билеты и трудоустроить их здесь? Я предлагал бы хороший вариант, и думаю, что руководство СССР России Москва поддержало бы сегодня. Я готов за счет того, что мы сегодня имеем задолженность перед нашими мигрантами, только Москва более 100 миллионов выдадут нашим гражданам. Мы эти деньги оттуда процентное соотношение посчитаем, и господа корейцам, литовцам, кого там есть Ханой, мы всех отправим за счет трудовых мигрантов Таджикистана. Мы будем называть каждого трудового мигранта, то есть каждого работодателя фамилия. А последующие корни есть. Как, допустим, господин там Васильева, там есть Сердюкова, да? У нас только Сердюков при власти задолжал 57 граждан Таджикистана порядка 28 миллионов рублей. И 3 года люди не могут деньги получать. Это все Звенигороде, там 3 дачи построены одного из представителей Министерства обороны. У нас большие факты. Сегодня каждый 10-й гражданин Таджикистана, если деньги не получает за период нахождения при своей трудоустройстве, он не получает деньги, его выгоняют, его депортируют. Почему эти цифры никто не хочет? Поэтому 30 миллиардов – это большая сумма. С Китаем 1,5 миллиарда населения, Россия имеет 100 миллиардов имеет товарооборот. А миллион граждан Таджикистана оставляет 30 миллиардов для России же. 30 миллиардов, они всего 20% отправляют на родину. 20%. Ну, опять же, смотря кто находится здесь, законно или нет. Вот согласно статистике... Это я согласен. Да, я говорю, вызови режим. Никаких... Вот есть русские оппозиционеры, я с ними с Тором, со всеми сижу, там разговариваю, да, я их поддерживаю в чем-то. Они намного преданы. Дай бог, что последующие после иммигрантов, они не пристали к самому русской нации, потому что у них фамилия там все псевдомен, понимаете. Там ни одного русского я не видел. Когда русский марш идет, я мечтаю, русских людей видят в марше. Там славянские внешности идут. Половина там с Англии, половина с Америки, как вот это прибыл тоже в районе, там до сих пор нам дает показания, один из центральной ревизионного управления шпион находится в Шереметьеве. Эти же люди просто не все же, благодаря Соросам же. Они хотят расчленить государство нашу сегодняшнюю Россию. Может, пока Путин не получится. Дай бог ему здоровья, что у руля был такой же президент, как он сейчас есть. Тогда у них не получится, а другой придет, он с потрохами Россию также подает. Ну, еще такой вопрос. Смотрите, сейчас их попытаются расселить, но, опять же, было заявочное условие, что лагеря, которые должны быть в Подмосковье, примерно 2000 мест должно быть там. То есть, представляете, сейчас их 600 человек, треть отправят сегодня, депортируют. Зачем такое количество? Я заявляю, что сегодня будут пополнять? Сегодня более 250 тысяч таджикистанцев только находятся из числа не имеющих гражданства трудовые мигранты Таджикистана только в Москве. Обратите внимание, что 1000 там человек, 2000, 3000, это надо 15 лет. Находящие законно. Из них 90% незаконно, нелегально. А они находятся в руках тех людей, которые им обещают. Люди в обратных погонах, вас никто не тронет, значит, коммерсант вас не тронет. Практически в каждом втором доме олигарха находятся таджики, члены семьи Узбекистана и Таджикистана. В каждом. Это преданные люди, сегодняшних олигархов. Они бросают свои дома, там десятки миллионов долларов стоят, сотни миллионов стоят, а отдают и доверяют нашим гражданам. Они все равно никому это все не... Ну, представьте, как можно отправить такое количество? Никак нельзя отправить по-другому. Только законы и своевременная информация. Информация, телевидение, радио и все остальное. А мы будем работать. Мы хотим, чтобы наши граждане возвращались, строили свои дома, жили там. Если России надо наша помощь, пожалуйста, на основании закона. Цена 50-70 тысяч рублей. Мы приезжаем, работаем. Югославия сегодня получает 150 тысяч рублей. При этом он использует таджикских мигрантов. При этом он деньги им не платит. Но их мы приветствуем. Сербов тоже приезжают. Вот сегодня я вот разговаривал, только в Сочи практически там 700 граждан Таджикистана не были оплачены. И люди бегают по всем краям, ищут своих работодателей. Там был мэр, там и прокурор, везде. И бумага от прокурора есть. Даже фамилия прокурора, господин Новицкий. Все это у нас есть бумага. И меры принимать не будет. Поэтому... Вы думаете, что те оставшиеся люди, те мигранты, которые сейчас вот остаются в Гальяново, ну, неважно, рассредоточат их в другие лагеря в Подмосковье, они вернутся на следующей неделе домой, как вот обещала Федеральная миграционная служба? Ну, если мы хотим сохранить сегодняшнее лицо нашего государства, Россию, не знаю, что будет в любой мере, пускай предпринимают по отношению тех дальнего зарубежья, но и Республик Средней Азии надо оставить, потому что, вы обратите, если я был в этом, у меня отец воевал, да, и с братом, брат погиб в Смоленске, отец дошел там дальше, ранение получил, он тоже умер со времени в 96-м году. Я бы в этом лагере был,
Я видел многих, которые, их деды, отцы были за решетками, за проволоками в Германии, да, концлагерях. Я обязательно эту фотографию делал, портрет большой в центре Душанбе, да, повесил портрет от там деда, да, за колючими проволоками Германии. И этот же лагерь сфотографировал, свой портрет повесил рядом. Посмотрите, чем отличаются немцы от сегодняшних русских наших ребят. Да ничем не отличаем, потому что мы хотим так, властям диктовать. Так хотел Гитлер. Я такой уничтожаю евреев. Может, там 3 еврея просто погибли, а остальные были наши мирные жители погибли. А потом у них Холокост, геноцид. Таджики каждый день умирают по 7 человек или убивают. А об этом никто не говорит, что это есть Холокост, это есть геноцид. Это разве не геноцид получается сегодня? Люди голодные, холодные, по 3-4 дня находятся в отделе полиции, потом их отправляют в различных спецприемников. Я не сторонник, чтобы там защищаю мигрантов. Я сторонник того, чтобы я нахожусь в России, я гражданин России. Я хочу, чтобы мировое сообщество приветствовали сегодняшнюю Россию. Мы все нашли вот средства, ходили в аэропорт, потому что это уже Центральное ревизионное управление шпиона, да, назовем американца, есть деньги. Там есть общественная палата оказалась, там все депутаты были же. Но почему не идете в тюрьмах России посмотреть, за что сидит таджик? Он если не совершал преступление. Ну надо совесть-то иметь же. Спасибо. Спасибо. И напомню, в гостях у нас был Карамат Шарипов, председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты».